Людечки, я вас поздравляю с Днем Матери. Ну подожди, так же нельзя. Во-первых, нужно поздороваться ж. Людечки, всем привет. Громко говорим, четко. Угу. Я слушаю. Людечки, я вас поздравляю с Днем Матери. Мне опять не так. Я тебе перед этим говорила, София, нас смотрят не только женщины, есть и дяди нас смотрят. Они же мужчины, у них же не день, они же не женщины. Ты должна сначала поздороваться, сказать, всем привет. Всем привет. Я хочу поздравить всех мам. Я хочу всех поздравить с Днем Мам. Я хочу всех мам поздравить с праздником. Днем Матери. Да. Людечки, я хочу вас поздравить с Днем Матери. Да. Просто ты еще маленькая, ты не понимаешь, Софишка. Есть день 8 марта, да? 8 марта это Международный женский день, когда праздник у всех женщин, девушек, бабушек, тетей, у всех. А сегодня именно День матери. Сегодня праздник только у тех женщин, у кого есть дети. Понимаешь? Если у женщин детей нету, это не ее праздник. Понимаешь? Таких у нас много. А у тебя что, детей нет? У меня есть. Вот и я, вон Анжела, вон Весхан. Логично. Логично. Людечки, вчера посмотрели выпуск, где вы с Алией танцевали. Как они были рады. Как им понравился выпуск. Они говорили, какая Софишка молодец. Как она хорошо поздравила. Они были очень довольны. Да. Да. Скажи им спасибо, что написали хорошие слова. Спасибо, что вы написали хорошие ответы нам. Да? Ответы. А ты что, диджей? Диджей. Да, сегодня с Софишкой обзор. Обзор Василька. Мы так нарядились, в принципе, к обзору. Но сегодня такой день, конечно же, захотелось поздравить всех женщин. Сейчас я возьму немножко другой ракурс, что-то мне не очень. Так, ну все, поехали дальше. А то я лампу включила, ну, чтобы было освещение. Она прям ярко в глаза светит, да? Не очень-то хорошо. Идет запись. Ну, значит, во-первых, я хочу поздравить всех Днем Матери. Женщин, бабушек, все, кто стали мамами в этой жизни, да? Всех вас поздравляю, желаю вам счастья, здоровья. И чтобы вы никогда не болели. Чтобы никогда не болели, чтобы никогда не было войны, чтобы все были живы и здоровы. Вот. Светочка, убери ручку. Вот. Всем желаю искренне от всей души, желаю женщинам, мамочкам, всем большого счастья. Сегодня у нас 27 ноября, если я не ошибаюсь, да, 27 дни мы уже считаем по крупинкам. Сегодня у меня дирекция просто завалена. Просто завалена. Большое спасибо. За поздравления люди пишут, присылают видео, поздравляют. Даже те, которые давно-давно люди не писали, там, года 2 назад, может, и те помнят обо мне, смотрят меня, я так полагаю, поэтому присылают поздравления. На самом деле очень приятно. Я проснулась и просто не успеваю открывать сообщения. Это дорогого стоит, это очень приятно. И большое спасибо, Дверейс, Хвышу, Безиндейл. Мне очень приятно. Еще раз с праздником. Ну и не буду томить. Этот день мы приближали как могли. Уже денечек второй, и сынок будет дома. Наконец-то мы его заберем, привезем домой, иншаллах. Все будет хорошо. Вот, уже мы готовимся, наводим порядки, так как придут люди, конечно же, родня вся приедут, будут собираться у нас все. Куда? У нас дома. А зачем собираться? Мы красивый стол накроем, сделаем вкусную еду, чтобы людички приходили, кушали. На зиму? Не, сейчас. Сейчас. Анжела там наводит порядки. У нас, друзья, мы все время, как начну какую-то тему, меня перебивает, и потом, мы уже в старой ванне, не старой,
в данной ванной, в котором доме мы живем, не стали там менять кафель, а просто купили новую краску. Я говорю, купили новую краску, и Анжела там красит. И сейчас... Алло. Да. Дересхал. Низ центр база ряд видно, берка тоже, торговый центр ютха. Прям там сразу поворачиваешь налево. Первый светофор очень. Налево наверху. Да. Низ базар дёха. Первый поворот. Да, гаи, проезжать сразу первый поворот. Дальше едешь по этой улице, она не длинная. Эта улица заканчивается. Там низ, прям когда ты будешь эту улицу проедешь, двухэтажный, немножко жду красный, из красного кирпича, большой дом. Поворачиваешь туда тоже вверх. Направо, вверх. Направо, да. И по этой улице направо ты едешь, 4-й или 5-й дом, точно он Алцаха, но у нас единственное белые ворота и белая крыша у нас, где стену ждут хакерта. Вулканту. Да. Сейчас, подожди, чтобы я... Анжел, Музаева, Базер, Хаух, Шуис. Скажи, набери, вот Махмади Хауала, Цахцауя, Суэлер, Антуэлер, Махмади, Чех Хауала. Тихо, я говорю. Ага. Тихо, Махмад, Мило. Элитикант. Элитикант. Друзья, у нас запись идет, да? Сейчас плитку везет он. Я знаю, Элита, там, где моя подружка, да? Угу. Сумкант Хау. Элит, мелла сихвает, Мекштой, хавена из уже. Так, значит, друзья, ну, судя о том, что мы готовимся, да? Готовимся к этому событию. Ну, знаете, большой пир. Я хотела устроить большой пир. Аллах этому свидетель. Я даже связалась с поваром Зарой, которая на свадьбах готовит, чтобы Зара приехала, готовила. Я хотела во всех комнатах накрывать столы и пригласить ребят, которые отслужат, их родителей даже. Аллах этому свидетель. Свекровь моя вот в курсе. Но с такими событиями, что раненые есть и умершие есть, устраивать пир на весь мир, это как-то очень некрасиво будет с моей стороны, да, с нашей стороны, поэтому мы не будем это устраивать. Но родня вся по-любому приедет. Вообще, кто захочет приехать, люди приедут. Мы никому не говорим, не приезжайте, да. Это будет всем известно. Ну вот, как я хотела, чтобы там все вот так было, пир на весь мир, то так не получится. Просто много матерей смотрят, которые потеряли своих сыновей, и тут я устраиваю. Из-за того, что он Аллахи, Билахи, ждирдоуш, маерсу, да, мула. Молдуешь, уж иштасарен, гумалуш. Я хочу купить вот эти вот пакеты, знаете, у нас продаются. Или сахар 10-килограммовый, рис 10-килограммовый. Либо готовые пакеты, где уже сахар, соль, гречка. Ну, пакетов 50 хочу купить таких, раздать всех на улице от Висхана. Ну, милостыню, да, как бы раздать. Ну, посмотрим. Вот. Сейчас. Сейчас, секунду. Если ты не правила. А когда я говорю, ты можешь молчать? Или... Сейчас, секунду, потому что человек уже подъезжает сейчас, друзья. Нет, друзья. Я, если сажусь записывать ролик, то это неправда, что я его допишу до конца. Обязательно. Это такой закон есть, он существует.
Он 100% есть. И вот так вот теряется мысль. Ты уже теряешь мысль. Анжела красит в ванной. Бабушка пошла молитву взять в ванну. Тут приехали, привезли плитку. Туда-сюда выходят. Только я села, это все. Ладно. На чем я остановилась? Ну, судя по тому, что мы все равно потихоньку готовимся. Потому что захотят родственники прийти, приехать. Все-таки событие такое у нас здесь очень сильно отмечают этот день. Ну, молитвы читают, раздают там милостыню, тем более с такой ситуацией сейчас. Что я хотела сказать? Ну, не получается так вот уже устроить такой уж пир, но все равно, что сможем, то сделаем. Событие для нас проводить мы его не смогли. Забрали так резко, и уже нам сообщили, что он домой не приедет. В Грозный повезли военкомат, и там уже они сразу их переодели, сразу в часть забрали. И даже он сейчас, спустя время, когда приезжал недавно домой, он показал, мне кажется, родители, которые жили в Грозном, которые узнали, что уже сегодня все. Они приехали туда, и ролики есть, когда детей, ребят с военкомата везли уже в часть. И спустя это все время, вы знаете, что хочу сказать? Я рада, что я там не была в тот день. Это был бы для меня страшный шок. Я не знаю. Я не знаю, какой бы был для меня шок. Это так, их еще, знаете, так забирали как-то. Ну, впереди ехали машины с мигалками. Ночью, ночной город. Уралы 3 или 4, вот эти вот срочники. И сзади сопровождают тоже машины. И родители некоторые. Это так как-то было торжественно, волнительно. Жалко. Вот. Жалко было детей очень сильно. Всех до единого было жалко. Я как вспомню, сколько их там сейчас, что они сейчас все отреклись от дома на целый год. Вот сколько они были со своими родителями, все равно это, ну, хоть ты рано служишь, хоть ты рядом служишь, все равно, да, ты уже не сможешь в любой момент зайти к себе домой, прийти, да. Ты не сможешь покушать, что ты хочешь. Ты не сможешь лечь, встать, ходить, уйти, прийти, куда ты хочешь. Ты полностью зависим, да. Ты живешь по приказу, по уставу, как тебе сказали, ты должен выполнять, строго подчиняться. Ну, иншаллах, этот год заканчивается. Тогда он 26-27 он уехал. Вот как раз в эти дни это год уже. Это все очень дорого стоит. Очень. Это все волнительно. Я уже говорила, друзья. Я говорила, что до этого, до того, как он не пошел в армию, я думала, ну не то, что я люблю больше дочек. Дети, они все одинаковые. Что об этом говорить даже. Ну, что у меня сильнее, знаете, вот это вот к сыну. Вот. Это даже не передать те моменты, когда он мне несколько раз звонил с армии. И были такие моменты, я вам рассказывала, что ранний звонок был. И я испугалась сильно, никто ничего не говорит. Время 4:30, на улице февраль, очень-очень сильно холодно, очень сильно. И куда-то бегут, прям бегут массово. Вот я слышу, как будто вот сапоги скрипят по снегу. Я Висхан. Я минут 15 не выключала телефон. Потом раз какое-то было затишье. Раз, потом опять. Я не понимала, что происходит. То ли их куда-то забирают, то ли они куда-то бегут на машины. Что происходит? Еще такая ситуация началась. Ой, я тогда так расплакалась. Я как представила, как эти ножки в этом холоде сейчас. Какой холод на улице был, сколько снега, мороз был. Ой, друзья, до такой степени я так горько расплакалась. Вы знаете, это просто... Я была не рада ничему в этом свете. Совершенно ничему. Ничему просто. То спустя время, когда он сейчас рассказывает, это было то, что они рано вставали, они шли первую в мечеть шли молиться. А перед тем, как в мечеть идти, у них там комната, где, ну, они берут молитву эту, да, омовение делают. Вот, и это они, скорее всего, туда ходили, бегом все ж бежали. И потом затишье, что это было, это мы все уже расписали, это они уже молились уже затишье, потом опять начиналась ходьба. Ну, кто не успевал, тот приходил чуть позже, да, но вот это вот было. Это вообще, это сын, это вообще
Это самое дорогое. Это такая защита, опора. За все это время было столько моментов, где, находясь там, он проявил себя как настоящий мужчина, о чем пока нет возможности говорить, но когда-то расскажу просто. Пока с этими событиями не очень хочется об этом говорить, но когда-то я расскажу. Но суть дела в том, что Висхана очень хвалили, очень молодец такой, говорит, внимательный, говорит, следит за ситуацией, хоть несмотря на то, что срочник, вообще смело можно отправлять, ну, как друга, да, куда угодно с ним, ну, такой, не пофигист, скажем так, да, а хорошо относится к своему, к заданию, отлично понимает, что происходит, ответственный в первую очередь, внимательный, вот это самое главное. Ну, Висхан-то прошел школу с матерью своей, вот, поэтому вот так вот. Ждем уже не дождемся. И вы, наверное, это видео выйдет сегодня. Вчера мы ездили, закупали плитку там и много чего еще у Музаевых. Нам сейчас же остается в новом доме помазать стены и пол, но некоторые говорят, что отопление нужно поставить в первую очередь. И я уже там договорилась. Но я хочу, знаете, я хочу поехать закупить все сразу. Вот все сразу закупить. Все это значит что? Это на все комнаты ламинат, куда он будет ложиться. Это гипсокартон на потолок. Это полностью ванную все, то есть плитка для ванной, полностью ванну, мебель, все вот это вот там розетки, там, я не знаю, какие-то светильники, там все, что надо. Вот это обои, опять-таки, обои. Не знаю, потому что у меня есть мысли, что будут стены просто покрашены. Ну, вот в каждой комнате будет свой какой-то тон под мебель. Сейчас это модно, это очень красиво. И самое главное, что хорошо держится этот ремонт. Вот если сделать хорошо, качественно, то сколько-то лет прям можно вообще не прикасаться даже. Настолько хорошо держится. Но вот я просто хочу посмотреть. Я вот, когда поедем, есть у них там примеры, где показывают, как обои смотрятся, да, либо как данная краска смотрится, чтобы я могла посмотреть, чтобы я могла представить комнаты и понять, да, что там. Вот, у них и мебель есть, у них все есть там, двери, все, полностью все, что в дом нужно, ну, до мебели такой там, я имею в виду, спальные, там, мягкие, этого пока не нужно, потому что куда нужно пол ложить, много работы. Мебель это в самом конце, я имею в виду ванну мебель, да, это понадобится, там, люстры, вот такое вот все. Чтобы Висхан со своим отцом могли работать всю зиму в доме, да, отопление провести, там тепло, и, пожалуйста, занимайтесь своими делами. Но все ж таки пока что, скорее всего, в первую очередь у нас будет другой вариант. У нас нужно за двором навести порядок и во дворе. Там столб, который стоит, он очень некрасивый. Его нужно перенести в другое место. Электрический свет. Его как-то можно, сказали электрики, приходили, что его как-то можно через дорогу перевести и туда поставить. Потом плитку, во дворе за двором плитку нужно положить, потому что могут быть такие события, что главное вид во дворе не могут, а они будут. То уже в новый дом мы не успеваем по-любому все там сделать. Здесь ремонт у нас почти сделан в этом доме. Единственное, я хочу, где у нас кухня, большой-большой, красивый, купить палас на всю комнату, вот именно турецкий, хороший. Не вот это вот покрытие, что у нас сейчас, а хороший. В Ахмат-Юрте мне подарили шикарную мебель. Ее, наверное, диван туда, кресло, может, если одно поместится в угол там, где я сейчас снимала, где мы с Софишкой вначале сидели за столом. Ну, как-то вот, чтобы более украсить комнату. Кстати, обои я купила, новые, очень красивые на ту комнату. Я все-таки решила переклеить там обои. Но, естественно, я это буду не сама делать, придет женщина. Мне они не нравятся, друзья. Там были такие комментарии, что типа на жиру бесится, деньги девать некуда. На самом деле не так. Мне кажется, деньги всегда есть куда девать. Это раз. Во-вторых, ну если не лежит у меня душа, тем более это такая комната, знаете, это такая комната, которая должна быть вообще быть красивой.
в которой будет невеста стоять когда-то. Вот. Поэтому я хочу, чтобы она была красивая. Раз делать, так уже делать. Раз новый дом мы не успеваем, ну ничего страшного. Ничего страшного. По ходу все сделаем. Впереди целая зима. Все сделаем. Вот. Бабушкину комнату мы уже закончили. Единственное, но опять-таки, это уже, знаете, это уже, уже мне было в последнее время, сначала было смешно, потом уже было и не смешно, да, то что много раз до того, пока мебель не поставили бабушке в комнату, я говорила, что, смотрите, друзья, вы по-любому вспомните, не раз, вот обои у бабушки на комнате хамелеон, и вот они с одной стороны смотришь, вроде бы такая расцветка, с другой стороны смотришь, вроде бы другая расцветка, но пледы, покрывало на кровать, и когда она будет, да, и на диван будут под цвет у меня, да, чтобы все было, либо цвет обоев один, либо цвет мебели, ну вот что-то вот такое, но однотонное. Я это все говорила, да. Я считаю, что я в этом плане, ну, может быть, в чем-то я не так хорошо соображаю, но в этом плане я тетка не глупая, да, что и как должно где стоять. Вот. И насколько я говорю, люди, и главное, я пишу уже комментарии, прошу, люди, услышьте меня, пожалуйста. Временно, вот собрав, ну, я тоже не могла брать плед до тех пор, пока уже я не увижу кровать, точно ее размеры, чтобы знать, потому что у них же тоже бывают разные. Вот у меня одна кровать, у свекрови до этого было другие размеры, чтобы точно знать. А когда супруг закончил собирать мебель эту, это уже была ночь. Я из товара посмотрела, у меня как бы все разобрали, осталось мало. Но чуть-чуть где-то что-то к синему приближенное я так нашла. А те вообще были такие ярко-красные, они вообще туда не шли. Ну, у меня были такие однотонные были, что я заказывала, и вообще тем, что я пользуюсь сейчас. Ну, просто, знаете, я не хотела. Почему? Потому что, хоть оно чистое, постиранное, я хотела новое постелить. Для меня было важно, что вот кровать все новое, вот все там новое, и плед тоже новый. Пусть он чуть не подходит, но пусть он будет новый, чтобы вот, ну, чтобы моя душа была спокойна, что это не стиралось, что там все идеально. Вот я постелила. Там же я объяснила. Нет, каждый комментарий, мебель не идет, ой, то есть плед не подходит. В общем, объясняю, сижу. Я просто, знаете, что мне просто в эти моменты, что бывает, как сказать, ну, меня убивает, скажем так, это то, что если взять в слове там, писать комментарий, что-то, допустить буквально одну ошибочку, там, вместо ОА, вместо ИЕ, тут сразу обратят внимание, и ошибка. Люди не видят ролик абсолютно. Что бы ты там ни показывал, даже если ты там увидишь, что там вообще, не знаю, взрывается что-то, не знаю, рушится весь мир, никто не обратит внимания к самому ролику, да, будет только ошибка. Ошибка поменяет полностью всю жизнь у многих, всю. Но я хочу о чем сказать, что читают, насколько внимательно читают комментарии. Но там, когда я пишу под каждым комментарием, меня услышать было, ну, как-то не судьба. Я тогда сказала, этот мир уже не изменить. Уже все. Тебя даже не то, что не слышат, тебя не хотят слышать. Не хотят. Потом другого ответа у меня на этот вопрос просто нету. Просто нету. Поэтому были люди, которые даже из нашего общества, не зрители, а из нашего, которые тоже попали под горячую руку. Да, попали хорошенько под горячую руку. Я ненавижу, когда меня не слышат. Когда я кричу, разрываюсь, но меня не слышат. Это для меня вообще что-то трэш. Вот, поэтому вот так вот. Ну, а в принципе все хорошо, альхамдулилла. Машалла, как все хорошо. Как Аллах сильно нас любит. Как я ждала этот день, приближала. Как я вообще, мне помощник нужен. Мне уже все, сколько работы нужно. Мне уже жалко, что супругу все одному приходится делать. Вот он уедет в рейс, его 3-4 дня нету. Он приезжает никакой домой, уставший. Ну-ка, сколько это за рулем, а сколько там нервов бывает по дороге. Он приезжает обязательно на второй день. Нам нужно ехать за товаром. Либо нам нужно отвозить посылки. Либо нам нужно что-то привезти для ремонта.
Но чтобы такое, чтобы он приехал, и он мог поспать до обеда там, никогда не было в жизни. Нам обязательно куда-то нужно, что-то нужно делать с утра. Все, это уже... Ага. Бывает такое, что один день выходной, а бывает так, что затянется аж 2, и мы в это не верим. Допустим, он приезжает, да, он сразу выгружается, и машину ставит на погрузку. То бывает на 2 дня задерживается. Ну, машин много собралось, пока грузят остальные, он становится в очередь. То этот же второй день, нет бы, чтобы отдохнуть, он в этом доме что-то делает, что-то во дворе, что-то делает. Ну, тяжело одному, очень тяжело. Я уже жду не дождусь Висхана, чтобы ему была помощь, в первую очередь, чтобы ему не так было тяжело. Вот. Сказал, придет Висхан, покупаю газель полностью. Ты и твой сын, вы занимаетесь всем этим. Я буду заниматься своей работой и по дому буду все делать. Ну, проводку он сам провел, сказал, полы зальют, и дальше ламинат буду сам ложить. Вот. Гипсокартон сам буду подбивать, короче. Ну, люстры сам повешу, что там еще? Что там еще? Ну, обои клеить. Если краска, то, может, сами покрасим, обои клеить нет. Это народ не має таланта, в этом случае таланта 0. Не, смогли бы, но мне хочется, чтобы профессионально, раз в новом доме, чтобы все там красиво было, да. А так ламинат, даже плитку он может сам ложить. У нас в ванной он плитку сам ложил. Отопление он сам провел с Висханом в этом доме, и там он проведет сам. Это очень-очень большая скидка, потому что если ты, да, как говорится, купил кирпич за 15 рублей, да, то его положить тоже 15 рублей. То есть это один в один почти идут цены. За эту мебель у нас, я не знаю, сколько сказали, я не помню, чтобы я не ошибилась. Или 13, или 14, я не помню. За то, что собрать у бабушки. Сам собрал. За какие-то 1,5 часа, 2 часа собрал сам. Ну, хотя с вечера он подготовил там все уже. Сам шифонер уже лежал на полу, в принципе, вот каркас шифонера уже лежал, но там уже утром он двери вкручивал, там все это делал. Это очень большое дело, очень. Ну, может все сам делать, может, да, но нету времени, а зарабатывать тогда кто будет? Да, один рейс это уже минус 20 тысяч. Это же деньги. 2-3 дня 20 тысяч есть, это хорошо. Месяц 7 рейсов он делает. 20 тысяч рейс это хорошо, неплохие деньги. Вот, это помощь. Если уже один рейс не сделать, 3 дня уже побыл дома, минус 20 тысяч, да, то есть... А сейчас деньги нужны как никогда. Вот, друзья, хотела сказать по поводу посылок. Посылки все собраны, за исключением тех, которые оплачиваются в эти дни. Отвезла я в пятницу. Девочки, посылок было очень-очень много. Женщина у нас на почте работает одна, которая занимается всем этим. Ей, понимаете, она все это... Я ее вот отношу, да, у меня там, например... Просто, знаете, у всех система разная. У меня мы работаем по такой. Она сказала, мне так проще, чтобы я в курсе была делов всех. Я, значит, дома собираю, упаковываю там полотенца, там, допустим, все это. Я в пакет собрала. В пакет завязала хорошо. Черный BMW там приклеила от своей руки адрес я пишу. Кстати, адрес я пишу строго. Я вот когда пишу, я даже, чтобы не пропустить, даже запятую смотрю. Каждую буковку. Насколько я точно, очень внимательно работаю с адресами. На бумажке пишу, скотчем супруг приклеивает. Все, пакет. Там на почте, она либо в почтовый пакет, если посылка это позволяет, либо в ящик, да, почтовый. Она все это упаковывает. Каждую посылку пробивает чек, да, то есть чек, по которому, квитанция, по которой оплату вы потом делаете, и которая вы сможете, есть в ней трек-номер, по которой вы сможете отслеживать. Но это только тот товар, который я отправляю по почте. Например, посуда, много сервизов я отправляю только грузоперевозки, потому что имели ошибку такую отправить по почте в начале пути, да. Допустим, Галина кухня пришла посуда, несколько было разбитых, писали, даже специально разбитую положила. Вот, и так бывает. Ну, ладно. И уже своим клиентам, допустим, пришла посуда там, да, все хорошо, вот кружки. Открывают ящик, там 6 кружек, да, коробочку. 4 кружки целые, 2 разбитые, все. Это хватало мне,
чтобы полностью взорваться, чтобы расстроиться, иногда расплакаться, потому что это мой огромный труд, огромнейший труд поехать, это все несколько дней подряд закупать, таскать все это, грузить на «Газели» в себе в машину, приезжает «Газель» домой, дома выгружать ее, потом собирать посылки до 3 до 4 ночи, да, и потом это все везти на почту, там выгружать, это на самом деле это огромный труд. Это просто огромнейший труд, если кто понимает, понимаете? Какие тяжелые эти ящики. У меня уже вот руки здесь, правда, болят. Вот правда. Я сколько этих ОМС, сколько этих кастрюлей, сколько я этого всего таскаю, это просто наравне с супругом. И Анжела то же самое. Мы поэтому ждали Висхана, чтобы уже нам была помощь. Мне, друзья, знаете, мне и этого дома хватит с головой. Я все, что было ему. Чтобы он, сынок мой, чтобы он вообще не переживал в этой жизни, что ему строиться надо. Чтобы он пришел, чтобы я вот стараюсь, чтобы он пришел, чтобы как можно больше сделать, чтобы это все порадовало его глаза. Чтобы ему это было приятно. Чтобы... Я говорю, первые комнаты, ну, заливаться стяжка, мазаться стены будут одинаково. Но ремонт будет направлен в первые Висхана те комнаты, которые к навесу находятся поближе. И чтобы он там жил, чтобы первые комнаты были его. Вот. Поэтому у меня к сыну очень такое, знаете, я его уже не дождусь. Я вообще планировала, чтобы он пришел и уже он жил в своих комнатах, да, у нас так делают. Если первые комнаты готовы, то, в принципе, люди заходят, даже если где-то живут, там снимают квартиру, первые комнаты сделали, переезжают, живут, а дальше уже делают все остальное потихоньку. Ну, не успели, потому что были другие проблемы, и поэтому так вот. И очень много ушло, очень много. Во-первых, 240 на окна у нас ушло. На крышу много денег ушло, на арку много денег. Я уже не знаю сколько. На арку у нас 500 с чем-то. На крышу 700 с чем-то. Окна 200 с чем-то. Что там еще? Что еще было? Проводку купили. Проводка тоже на 70 или на 80 тысяч он накупил. Очень дорогая проводка. Очень. Дальше. Что мы еще сделали, пока Висхана дома не было? В этом доме поменяли двери полностью. Во всем доме тоже у нас сколько-то вышло. Под 90. Полностью сделали ремонт. Ушло очень много денег. У меня в моей комнате, где мягкая мебель, тут-то мы не меняли, мягкая мебель только у меня 140 тысяч стоит, да. Ламинат купили, я не знаю сколько там, 30-40 вышло. На обои тоже ушло вместе за работу 15, и сами обои 2800 рулон, это 5 рулонов плюс клей, я не знаю сколько. Тюли на одну комнату 16-17 тысяч. Что в этой комнате, что в той. Хорошо, что на бабушке не пришлось покупать, но она сама, и она хотела те, что у меня были здесь. Хотя мне их купить была не проблема. Почему? Потому что я нашла хороший магазин, где отличные скидки, да, и бабушке купить не проблема была. Но она говорит, мне кис очень нравится, пожалуйста, оставь мне эти. Ну, хорошо. Я хотела их подарить сестре своей двоюродной. Вот такие вот дела. Поэтому готовимся, друзья. Маленькие дети, маленькие проблемы, большие дети, большие проблемы. Но, альхамдулилла, то, что они живы и здоровы, это главное. Поэтому все успокойтесь, пожалуйста, кто переживал за пледы. Естественно, все будет под свет. За это даже не стоило вообще думать даже. Допустить ошибку, что у кисы могло быть что-то по-другому. Вы что? Нет, конечно. Все будет под свет. Вчера Анжела купила бабушке вот эти вот ароматизаторы, чтобы у бабушки пахло в комнате. Тапочки 2 пары у бабушки мягкие. Все там отлично. Вот, поэтому... кафель нет. Кафель купили, привезли сейчас. Кафель мужчина придет на днях, будет класть кафель. А потом мне остается купить тумбочку для обуви белую. Ну, не белую, под цвет дверей. Да, вот. И тюль, которая была у бабушки в комнате, очень красивая, очень прозрачная. Она вот именно сетка, и где-то там были узоры, как с позолотой. Она именно будет подходить под двери. И цвет белый, и тот другой цвет вот именно будут подходить под двери. Ну, в общем, и будет порядок тогда. И тогда следующее, я сегодня уже такая деловая, говорю, с Залихой, с Музаевой на связи, говорю, все, Залиха, сейчас он приезжает с рейса, мы сразу организуем, чтобы сделали стяжки и стены, и потом мы приедем, у вас закупаем все сразу, и батареи, и ламинат, и плитку, все. Я позвонила ему, и тут меня сразу обломали. Куда, типа...
типа, не бежи поперед батьки, как говорится, да. Уже давно я все решил, Висхан придет, мы в первую очередь займемся. Столб нужно убрать вместе с электриками. За двором поверхность же, там же у нас забор был, да, все это как-то неровная поверхность. Выровнять поверхность полностью за двором, чтобы она была ровная. И плитку купить тротуарную. За двором и во дворе положить плитку, это в первую очередь. Поэтому ты ничего не загадывай. Я уже все решил, поэтому сидеть сказали ровно. Вот что мы и делаем. Ладно. В принципе, знаете, я хочу сказать, что альхамдулилла, что мне очень повезло в этой жизни. Хотя вот так вот хвалиться там супругой как-то не положено, но я не в том плане. Я хочу сказать о том, что меня вытерпеть, да, то, что он ради меня вытерпел все это, да, это очень дорого стоит. В каком плане? То, что когда я только приехала, мне было 16 лет, я абсолютно к чеченскому менталитету не имела с ними ничего общего. Абсолютно это был другой человек, с другой галактики, да, который не умел ничего совершенно, чтобы жить в чеченской семье. Совершенно. И человек, который все это время меня терпел, другой бы сказал: ты знаешь что? Да, ты не справляйся, давай, чеши домой. Типа, нет, подожди, все нормально будет, всему научишься. Все это у нас женщинам тяжело жить нашим, а тебе так вообще в 2-3 раза. Все будет нормально, ты главное то, что у тебя есть интерес. Главное, что ты с таким интересом учишь наш язык, обычаи, что тебе это интересно, это самое главное. А все это потом будет. Вот, все сможешь, даже не сомневайся. И за терпение, за все мои срывы, за все мои слезы, концерты мои в свое время, что я не справлюсь, я не смогу, я тону. Вы знаете, тогда это был такой момент, вот я просто хочу описать саму картину, да, как она психологически смотрится, все, что со мной происходило. Это закинуть человека какого-то, знаете, маленького совсем на другую планету, да, и, я не знаю, и когда и все тебя бьют со стороны, да, один прошел, ударил, второй прошел, ударил, ты упал, третий прошел, ударил, да, вот я оцениваю свое состояние с психологической стороны, хотя меня никто не бил, я просто говорю, вот эти обиды для меня, да, или там что-то я неправильно сделала, или сказала, вот эти обиды, что у меня были, вот я их рассматриваю так, да, один ударил, второй ударил, и когда я недавно об этом думала, друзья, я сама себе думала, я и плакала, и когда я, да, вся в крови, да, например, поднималась с колен, да, и хотела встать и уйти уже, все это бросить, оставить, тут сзади, откуда ни возьмись, да, появлялся он, который просто меня зашкварник поднимал с этих колен и говорит: ты что, на полпути это все оставляешь, да, ты так уже столько сделала, ты просто не имеешь права быть не сильной. Неужели ты хуже других женщин, ты не справишься, неужели ты такая, ты не имеешь, я просто не позволю тебе, давай вперед иди, шагай, иди дальше. И я опять этими мелкими движениями, с этими болями, да, с этими ранами, которые кровоточат, я поднималась и шла, и опять подходили люди, опять меня били все, да, со всех сторон. Я опять я падала на колени и смотрела назад на него и думала, смогу ли я, то, что ты говоришь, смогу ли я. Все, вот сейчас не смогу, вот сейчас уже все, потому что, друзья, само то, что я ничего не знала, это раз. Во-вторых, война, это все, нужно было, знаете, все делать шустро, бывало много гостей, беженцев. Это была колоссальная работа, не было воды во дворе. Нужно было много трудиться, стараться, выкрутиться. Я просто не справлялась с этим. Я думала, я не смогу это все обессилить. Сейчас у нас на базаре женщины, которые сидят, и вот одна из них, Розита, она меня смотрит, она вот недавно говорит: Киса, какую молоденькую привезли, а? 16 лет. Девчушечка вот такая там худенькая, маленькая. Такая, говорит, белая, говорит, такая красавица. Ну, я просто думала, клянусь Аллахом, это правда. Испортит девочка себе жизнь сама. Ну, испортит, неправда, не уживется. Нам самим здесь тяжело жить очень. Тем более сейчас эти все действия. Тем более в самой младшей семье, где старики, да, это очень сложно, где много гостей бывает.
не испортить себе жизнь. Она просто не сможет здесь. Не сможет, нет, не так. Разве она сможет стать женщиной? Разве она сможет делать те дела, что делают наши женщины здесь? Как они здесь трудятся? Сколько нужно принимать гостей? Тем более, сколько скота во дворе, свекр, свекровь и все остальные, да, насколько это все, сколько это, ну, труда. Ну, просто не справиться. Она, а с чего она начала? Мы с Анжелой пришли, она говорит, машалла, киса, машалла. И женщины все у нас на рынке, 2 бокса, да, где продукты, где вещи. Я же давно не хожу на рынке, друзья. Я езжу за товаром, привожу все, что надо. До этого Висхан ходил год назад, если что-то нужно. Они говорят, киса, сколько мы лет тебя не видели, Анжела? Ой, как это хорошо, как? Они вот меня сейчас смотрят, они говорят, оказывается, все смотрят у нас видео, да, все смотрят. Они говорят, что киса... Мы ни одной передачи не смотрим, они знают Хадижу и все, что у нее происходит в семье, все они в курсе, они говорят, как правильно ты воспитала своих детей, какая ты молодец, как ты все твой ремонт, стройка, мы все смотрим. Друзья, для меня это больше награда, чем мне там дадут миллион или миллиард. Деньги, конечно, никогда не помешают, но женщины со стажем, женщины, которые бабушки такого возраста, как моя свекровь, от них это слышать, которые живут в Ведено, которые знают нашу семью. Здесь в Ведено все, каждый друг друга знает, если там что, каждый знает, как я прошла 24 эти года, что я никогда не скандалила ни со свекровью, ни со свекрами, что я никогда не ходила, не поливала грязью никого с этой семьи, если там какие-то обиды где-то были, чтобы я хоть слово сказала. А здесь, знаете как, ты вообще, если ты хоть слово скажешь, 10 добавят и придут, скажут, твоя невестка там ходила, вас там... А свекровь говорит, киса, я, говорит, тебя на 10 наших не поменяю. Говорит, почему? За одного вот этого качества, что я никогда не слышала, чтобы ты ходила, телепала своим языком. А обиды есть, они у каждого у нас есть, и ты по своей неопытности, ты могла это сказать. Только за это у меня к тебе большое уважение. И такое же уважение у меня к ней. Это то, что куда бы я ни пошла, не знаю, у нее там есть свои обиды, будут они свои обиды. Где-то я была не права, я же не говорю, что я золото. Но она никому никогда про меня не сказала слова плохого. Она говорит, у меня невестка самая лучшая. Баркал Дересхел, ее тоже свекровь поздравляю с праздником, женским днем и всех женщин. Не женским днем, а с Днем Матери. И всех матерей поздравляю. Я очень рада. Я очень рада. Я очень благодарна Аллаху. Я благодарна всем чеченцам, что меня приняли, что ко мне так относятся, что благодарят, что я вот благодаря каналу, что узнали Чечню, быт наш изнутри,